Я даже не думал об этом, не мечтал даже об этом год назад. Это та финальная точка, к которой мы всех так готовились, которую ждали. Фестиваль of Tatar. Татар жюри фестиваля. Сцена настолько уютная, располагает к творчеству, а с другой стороны ты понимаешь, какие масштабные люди проходили через это пространство. Ты понимаешь, что здесь стояли великие Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд. Каждый певец, который занимается своим делом, он мечтает о том, чтобы ступить на сцену Карнеги-холл. Ощущение, что ты причастен к этому всему какому-то большому, огромному, мировому. Пусть же узнает мир, кто такие татары, какая у нас красивая музыка. Концерт пройдет, и мне будет серьезно задуматься вообще, о чем еще можно мечтать. — 1891 год. Татарская эстрада еще не существовала. Не была написана песня «Апипа». Юному Габдулле Тукаю едва исполнилось 5 лет. А в Нью-Йорке, на Манхэттене, открылся главный концертный зал мира — легендарный Карнеги-холл. Открывал его ни много ни мало Петр Ильич Чайковский. Он даже написал здесь несколько произведений и оставил рукопись с автографом на память. В Карнеги выступали великие классики – Штраус, Рахманинов, Тосканини, Дворжак, Малер. А на этой знаменитой фотографии, например, в первом ряду сидит Марк Твен. В Карнеги-холле собирали полные залы Фрэнк Синатра, Дюк Эллингтон, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд. Здесь произнес свою последнюю речь Мартин Лютер Кинг. Битлз дали здесь один из лучших концертов. А еще Роллинг Стоунс, Дорс, Пинк Флойд, Лед Зеппелин, Уитни Хьюстон, Элтон Джон, Майкл Джексон. Для величайших артистов мира выступление в Карнеги-холле было мечтой всей жизни и вершиной карьеры. Хочешь выступать в клубах? Нет, никаких клубов. Я хочу достичь вершины. Карнеги-холл. Пошли артисты, пошли артисты. Все свои претензии. Нет, я возвращу. Действительно, эту сцену нельзя просто арендовать, даже за миллионы долларов. Сначала артисты обязаны доказать свое право выступать здесь. Если ваше мастерство не дотягивает, если ваши номера посредственные, вход в Карнеги-холл для вас закрыт. И не важно, какую сумму вы готовы заплатить. Ступайте, репетируйте еще. Ведь это главная концертная площадка мира. И она удерживает эту репутацию только потому, что на сцену допускаются только лучшие из лучших. Hayırlı kış, hürmetli тамашачылар, muhterem jır suyuvchilarimiz. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, уважаемые жители Казани и гости столицы Республики Татарстан. Tatar jırı bayramın 4-nче O'zgarish yili festivalin boshlaymiz.
Фестиваль «Ветер перемен» ворвался в культурную жизнь Татарстана как ураган и потряс татарскую эстраду до самого основания. Никто не смог остаться равнодушным. Идею фестиваля предложил сам президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Видимо, он почувствовал, что пришло время взглянуть на татарскую эстраду по-новому, переосмыслить ее в соответствии с запросами времени. Проект возглавил директор оперного театра Рауфаль Мухамедзянов, один из лучших музыкальных продюсеров республики. Задумка была амбициозной. Что если пригласить в Казань самых лучших музыкантов, аранжировщиков, постановщиков вокала, художников со всего мира и с их помощью вывести татарскую эстраду на мировой уровень одним рывком? Знаете, татарская музыка всегда была немножко такая. Именно музыка для татар. Мы сами ее пели и сами слушали. За пределы татарского народа наши песни мало выходили. А тут появляется такая глобальная идея. Что если сделать татарскую музыку достоянием всего мира? Слушают же люди какую-нибудь латиноамериканскую ламбаду или итальянского там челентано, или французского азнавура. А что если татарская музыка тоже займет место в этом ряду? В результате сложилась мощная команда фестиваля. Музыкальным руководителем стал трубач-виртуоз Вадим Эйленкрик, который приехал в Казань вместе со своим оркестром. Педагогами по вокалу выступили Алексей Коробков, музыкант известной группы «Воскресенье», работавший с Игорем Николаевым, Ларисой Долиной, Владимиром Пресняковым, а также Ксения Коробкова, певица, полуфиналистка шоу «Голос», кстати, уже неплохо освоившая татарский язык. Хореографом фестиваля «Ветер перемен» стал знаменитый танцор Сергей Мандрик, лидер коллектива «Стрит Джаз», участвовавший в создании больших проектов на центральных каналах. Зрелищную часть проекта и световые эффекты взяла на себя компания Q-Stage Production, постановщики шоу MTV, премии Муз-ТВ и других феерических представлений. Также свой опыт в проект привнесла знаменитая оперная певица Венера Ганеева, тем более что среди участников фестиваля много ее воспитанников. Мы попытались сделать достаточно разнообразной нашу программу в течение последних вот этих 5 лет по стилистике. То есть это этнос, но с элементами того, что накопил 20 век. Это с элементами джаза, свинга, рока, различных направлений музыки, песенной фанк, баллада. Меня, как вокалиста, на большую сцену открыл именно этот проект. Уже вот 4-й год я участвую в этом проекте. После проекта «Узгар Жили» многие начали делать концерты уже с живым оркестром. Для республики это новое что-то, это новое направление. Вклад, который сделал этот проект, он очень весомый. Это колоссальное количество аранжировок, написанных специально для наших песен. Путем вот этих новых аранжировок большое количество людей заинтересовано в нашей музыке. Звонят и пишут люди, которые даже не татары. И они говорят: ребята, это так круто, это так здорово, что вы имеете возможность сохранять и приумножать то, что у вас есть. В данном случае мы экспериментировали на нашей песне. Наш эксперимент делался для того, чтобы мы получили стандарт. Стандарт, который существует в мировом песенном шоу-бизнесе.
На протяжении 3 лет фестиваль «Ветер перемен» собирал полные залы в оперном театре. За это время было создано более 100 уникальных музыкальных аранжировок. 4-й сезон объединил в себе лучшие песни, созданные за прошедшие годы. Проект, исполнители, вся команда находились на пике формы. Стало понятно – сейчас или никогда. Пришло время татарской музыки выйти на мировое пространство, покорить вершину – Карнеги-холл. Карнеги-холла могло не быть. У меня вектор перемещался в сторону Парижа, Олимп, или Карнеги-холл. Но в данном случае президент все-таки был очень последовательным. И он с предельным спокойствием сказал: нет, вот оставь это. Карнеги-холл. Задача перед организаторами стояла сложнейшая. С подобным вызовом татарская эстрада еще не сталкивалась. И первый, самый главный вызов – доказать профессионалам музыкальной индустрии, что татарские песни достойны звучать на этой сцене. Предстояло разговаривать с людьми, которые привыкли к выступлениям Фредди Меркури, Лучано Паваротти, Майкла Джексона и Пинк Флойд. Когда мы поставили вопрос в агентуре, мы же прислали все записи всех 3 фестивалей. И мы эту работу начали примерно года за 1,5. Но даже сама агентура она не ожидала вот такой реакции, такого количества людей. Она не ожидала. Теперь предстояло решить технические вопросы. Группа специалистов из Татарстана отправилась в первую экспедицию в Нью-Йорк – изучать сцену. У нас был большой технический визит на площадку, на котором я был. Мы подробно в течение нескольких дней проходили от и до, шаг за шагом, создание, перенос мероприятия на территории США, на территории Карнеги-холла, по маленькому шажочку рассказывая нашим американским коллегам, почему это важно, почему эти нюансы необходимы, а почему, например, то, что кажется важно им, для нас не очень принципиально. Ну, мы пытаемся сейчас найти, и мы уже нашли, тогда мы пытались найти общее понимание концепции мероприятия. «Ветер перемен» — это феерическое, очень зрелищное шоу со сложными декорациями, световыми эффектами и костюмированными номерами. Все это возможно, поскольку сцена в Казанском оперном театре имеет современное оснащение. Здесь есть подвесы, лебедки, сложная система подъемников, плунжеров, машинерия с электронным управлением. Это позволяет делать эпические по зрелищности постановки. Парадокс в том, что самый знаменитый зал мира, Карнеги-холл, совершенно лишен этих возможностей. Ведь он строился в XIX веке по техническим представлениям того времени. Это академический музыкальный зал, у него еще более серьезные требования, нежели у зала театрального, потому что там отсутствуют практически какие-либо технические возможности, которые есть априори на сцене. А я так понимаю, что они изучили вот эту сцену в Карнеги-холле и приняли решение, что наш концерт будет именно камерным. То есть ставка не на шоу, а на чистую музыку, на энергетику исполнителей. В этом был бы как бы вызов для нас, потому что все эти красивые спецэффекты, 3D-шоу, понятно, что с их помощью гораздо легче понравиться зрителю. А когда на тебя смотрят 3000 зрителей, а у тебя есть только ты, твоя песня, оркестр, это чистое искусство, это как бы вызов для певца. «Пускай желе» — это всегда был музыкальный, прежде всего, проект. И я-то как раз считаю, что чем меньше будет декораций, чем меньше будет костюмов, чем меньше будет мелькания какого-то, тем больше будут обращать внимание на музыку. И мне как раз, я всегда говорил, что это музыкальный проект, и он здесь будет гораздо более музыкальным, чем даже в театре оперы и балета. Поэтому, мне кажется, вот первозданная, вот сама история музыкальная, она будет как раз здесь. Концерт будет совершенно другим. Он будет более камерным. Все мероприятие будет построено на свете и на видеопроекции. Грубо говоря, мы повторяем этот проект, но как бы делаем его абсолютно заново. И на расстоянии в 10 тысяч километров это такой, как бы сказали американцы, челленджинг. 4 года назад начался наш проект, потому что президент сказал, что надо сделать татарскую эстраду не хуже российской. И мы безумно благодарны за то доверие, которое нам оказали и пригласили сюда
наш оркестр. Мы работали над этим проектом 4 года. Мы записали больше 100 композиций. Проект получился не то что не хуже российского, он получился абсолютно мировым, что, я надеюсь, мы докажем 17 января в самом главном концертном зале мира в Карнеги-холле. Спасибо. Оставалась еще одна проблема. Карнеги-холл – это площадка с очень плотным графиком. Времени адаптироваться практически не было. Фестиваль «Ветер перемен» получил полный доступ к залу всего на 1 день. А это означало, что можно было провести только одну полноценную репетицию перед концертом. Для такого проекта это очень мало. Поэтому было принято решение организовать еще одну репетицию в Москве перед самым вылетом в Америку. Самое сокровенное происходит как раз-таки вот на таких репетиционных базах. И мы сегодня в самом центре Москвы, на одной из престижнейших репетиционных баз. Это возможность увидеть нас совсем другими, хулиганистыми, раскрепощенными, экспериментаторами. Потому что все вот рождается вот в таких вот кулуарах. У нас сегодня репетиция, где мы идем в свободном составе номера перед выступлением в Нью-Йорке. Поэтому нам вокалисты говорят, кто готов выступать. Мы играем этот номер. Немножко настроение, вошли в кураж, все вместе, общение. Это же все-таки мы творческие люди, мы должны чувствовать друг друга. Ожидание, во-первых, увидеть их, во-вторых, показать себя. Вот такое ожидание. Такие проекты, они без репетиции не могут сразу взять и выйти на сцену и выступить. Всегда нужна подготовительная такая, очень, скажем, сеть репетиций. Без этого никак. Потому что это как раз проявление профессионализма настоящего. Все татарстанцы знают, что нас ожидает такое историческое событие, это выступление в самом лучшем зале всего мира. Я думаю, что наши зрители, американские, ну и думаю, что придут наши соотечественники из других штатов, они все уже ждут с нетерпением нашего приезда. Все пишут, все равно мы с ними связь поддерживаем, и я думаю, что успех будет у нас ошеломляющий. Я зашел в Google карты, прогулялся по окрестностям Карнеги-холл, представил, что у меня будут какие-то фотографии там, с этого ракурса, с того ракурса, вот с этим домом, с тем домом. Легкое волнение присутствует, такое вот, творческое волнение. В моей карьере это сейчас самое яркое событие, потому что есть артисты, которые всю жизнь на сцене поют, и у них нет возможности выступить в Карнеги-холл. У нас такая возможность есть, и мне кажется, вообще мы делаем какую-то историю, выступая именно там. Даже увидеть это уже прекрасно, а выступить там еще с такой чудесной программой, я считаю, что это большая честь для любого артиста. Прорепетировали, все доведено до автоматизма, ну, то есть это нужна была репетиция, точки над «и» расставлены, все, ждем вылета и будем покорять Нью-Йорк.
Ну что, приехали наконец-то в Нью-Йорк. Дышим воздухом нью-йоркским, американским, свободным воздухом. А сейчас мы пройдем в отель. Я думаю, 10 минут нам немножко отдохнуть и гулять. Гулять. Когда мы приехали в Нью-Йорк, у нас был всего один день перед концертом на полную адаптацию. Там же разница по времени 8 часов. А мы еще почти сутки были в пути. В общем, мы поспали, а утром вышли на улицу. И Карнеги Холл был прямо напротив нашей гостиницы. Весь в американских флагах, недосягаемый, красивый, прекрасный. Мы подошли ко входу, и первое, что увидели, это наша афиша. Festival. Mənə O'zgarish Jili festivali. Bunda bu sahnada, buyuk sahnada uzashib. Ertaga. У нас здесь дикие истории. А потом мы целой татарстанской делегацией пошли в Центральный парк, Central Park of New York. Это такой знаменитый парк в самом центре Нью-Йорка. Там снималось большое количество известных фильмов. Там огромные камни, там еще большое количество прыгающих смешных белок. И еще там есть такая площадка рядом с местом, где когда-то произошло убийство Джона Леннона, великого музыканта. И мы все вместе подошли к этой площадке, отдали дань его памяти, спели его песни. И это тоже было такое особое чувство, что вот мы, татарские певцы, мы где-то рядом с Битлз, и сейчас мы часть этого великого музыкального мира. Это было потрясающе. Here comes the sun. I say thank you. It's all right. Недавно мы гуляли ночью мимо Карнеги Холла, потому что мы когда прилетели, мы решили посмотреть, а как же афиша, вот афиша. И стоит американец стоит, и мы просим, а вы не могли бы отойти от афиши, мы просто хотим с ней сфотографироваться. И вдруг он сначала на русском языке нам отвечает, потом на татарском языке нам отвечает. И его зовут Эльдар. Я так понимаю, что он здесь видный человек в общине Америки, значит, татарской. И вдруг он стал рассказывать, насколько важно для татар в Америке то, что такой концерт здесь происходит. Я даже честно, я думаю, что когда думали здесь сделать концерт, никто не недооценивал, что у него есть еще какое-то такое политическое, это же мост между татарами в Америке, которых, оказывается, очень много, и татарами в России, которых еще больше. То есть зал будет очень интернациональный. И когда мне сказали, что зал весь продан, честно, ну это другое. Потому что первое, ты должен сделать программу, второе, ты должен ее где-то показать, а потом должна прийти публика. Там уже не важно в процентном отношении, кто придет, важно, весь зал продан. Когда я зашел в этот зал, и вот сейчас вот первые звучания, первые звуки репетиции, и у меня ощущение какого-то такого, с одной стороны, вот это глобального, а с другой какого-то спокойствия. Сцена настолько уютная, вот располагает к творчеству, а с другой стороны, ты понимаешь, какие масштабные люди проходили через это пространство. Руфаль Сабирович играет на сцене Карнеги Холла. Руфаль Сабирович, я сейчас это выложу в сеть, или как минимум Татьяне, сыграйте что-нибудь.
Я сейчас Татьяне это пришлю. Карнеги Холл, главный зал. Костя! Костя! Ведущей нашего концерта в Карнеги была Чулпан Хаматова, наша знаменитая татарская актриса. И у нее был номер, где она рассказывала старинную притчу, а Айдар играл на баяне. Давай так сделаем. Ветер, может, там есть где-то ветер, может, его пустить? Да. Может, в начале в самом, или как думаешь? Ну, уже глупо как бы в сегодняшнем, в современном дне стоять только на тех основах, на которых это все стояло, там, к которым привыкли, что все, ну, надо раздвигать границы. Эта музыка потрясающая, она должна жить, и она будет жить только если она талантлива, исполнена, переосмыслена. Нет, мы приехали в полном составе, просто у нас, к большому сожалению, не было возможности привезти весь реквизит, который был задействован на шоу, ну, там, декорации, опять же. Тут небольшая сцена, она камерная. И это, конечно, свои сложности вносит, потому что нет глубины, нет вот этого пространства, плюс большое количество музыкантов на сцене присутствует, и немножко, конечно, в этом есть сложность. Воздуха немножко нам не хватает. Сюда люди приходят, наверное, по большому счету, в первую очередь, послушать. Поэтому мы также и делали свои номера, чтобы сильно на себя не забирать, чтобы в первую очередь люди слушали, ну и немножко там сзади видеоряд дополнял. Благодаря этому фестивалю мы можем показывать нашу великую татарскую музыку не только у нас в России, но и по всему миру, так как мы уже выходим на новый уровень. Впечатления фантастические. Мы никогда не могли себе даже представить, что наступит такой день, когда группа Jukebox Trio будет стоять на сцене Карнеги Холл. Это дико круто. Мы сейчас под очень большими впечатлениями. Немножечко даже нервничаем. Эсгинешечки. Конечно, зашкаливает впечатление от того, что происходит вокруг. Такая жизнь, такая энергия вообще кипит в этом городе. Ну, мы рады, что мы здесь, мы рады, что у нас есть такая возможность представлять нашу республику на одной из самых лучших сцен мира. Это настолько историческое событие, да, в таком замечательном месте, в историческом здании. И это здание открывал Петр Ильич Чайковский. Наш татарский артист. Вообще постоять на этой сцене, это уже для меня очень много значит, потому что там такие звезды стояли, как Уитни Хьюстон, там, Люча на повороте, там не терпится испытать эти эмоции. Не волноваться это невозможно, потому что это, во-первых, для нас новые сцены, новая аудитория, неизвестная нам аудитория. Все, что угодно может случиться с тобой в тот момент, когда ты выйдешь на сцену Карнеги Холл. Эмоции — это вещь непредсказуемая и может так развернуть, что просто ты себя будешь настолько не контролировать. Действительно, это как первый сольный концерт, наверное. Вот настолько это большая ответственность. Просто Ваня закричал уже! Ваня закричал уже! Я просто Стас забыл уже! Я здесь был с биг-бендом Игоря Бултмана. Но это, в принципе, еще... Но это все-таки это история Игоря Бултмана. Это все-таки история моя, наверное, она только началась. И я всегда мечтал о том, чтобы у меня был концерт, ну, уже мой, в Карнеги Холле. Понятно, что не бывает концерта одного человека, ну, тут, если ты там не великий пианист. Но все-таки то, что это Эллен Крик оркестра, и то, что у меня сольная композиция, ну, конечно, я, честно говоря, вот концерт пройдет, и мне будет серьезно задумываться вообще, о чем еще можно мечтать. Волнение есть, но это волнение, я вам скажу, такое оно легкое, приятное волнение. Потому что ты знаешь запас, вот тот запас творчества, который заложен вот в этом художественном продукте.
первых аккордов, с первых прямо звучаний оркестра мы вот ощутили эту уверенность, и практически она не уходила. Зрители улыбались. Мне казалось, что они вошли в эту игру, что это вот такие народные татарские песни, что в них есть свой какой-то юмор, свой смысл, своя философия. Давай, давай, Нью-Йорк! И мне казалось, что люди, американцы, они открыты ко всему новому, они воспринимают это все. Они говорят, да, давайте сделаем это хоть на время песни, хоть на время концерта, может быть, чуть дольше, своим. Зритель был открыт к экспериментам, открыт к новому формату, и это очень радует. Значит, у этого направления есть будущее и должно быть продолжение. Как только начался наш концерт, сразу же по энергетике мы почувствовали все. Зритель наш, у нас получилось. По первым же овациям чувствовалось, что это большой успех. На сцене почти 3000-3000 зал. Это просто ты выходишь и ты понимаешь, что ты тоже частичка теперь этой сцены, этого зала. И это дорогого стоит. Шокированы. Все ожидают, я вам скажу, фольклор. Даже те люди, американцы, которые записывают этот концерт, они сами не стояли на месте. Они без конца прям шел такой завод, и они прям... Их самих можно было снимать в кино для этого. Я даже еще не начала петь.
заиграл Айдар на своем шикарнейшем, дорогущем баяне, как зал начал аплодировать. Посмотрела в зал на зрителей, полный зал зрителей был, наверху было много зрителей, и на самом верхнем дальнем ряду тоже были зрители, то есть был sold out, полный зал, и люди смотрели с таким восхищением. Когда я начала петь, люди достали свои смартфоны, я это видела, и начали снимать, это было очень приятно. Есть определенные обертоны, звучания, которые сразу будоражить начинают наши чувства. Мы получаем воздействие от исполняемой музыки. И если это получилось, идет сразу реакция, независимо от какой-то национальности. Вы представляете, вот я нахожусь прямо в конце зала, но в центре. И вдруг один убегает ко мне, и я не могу понять. Это парень, который, допустим, живет в Казани. Я говорю, ты что здесь делаешь? А он говорит, я 6-7 лет уже здесь живу. И он не мог выразить вот слова даже, он опешил. То есть настолько была реакция его, ну потому что он знал приблизительно в каком состоянии наша песня существовала раньше. У Максуда Юлдашева был номер, где он выступал с девушками-ковбоями. Мне кажется, в Казани его некоторые не поняли. Говорили, ну зачем эти ковбои? А здесь начался номер, и зал просто пришел в восторг. Это было точное попадание в аудиторию. Я вышла со сцены, у меня глаза налились слезами, я прям, можно сказать, плакала от счастья, потому что это не передать словами. Мне вообще нравится Америка тем, что здесь коренные жители, они очень любят впитывать как бы чужую культуру, имеется в виду, они ее всегда воспринимают и воспринимают ее положительно. Вот. И это вот очень большое достоинство нации этой. Как мне кажется, здесь, в Нью-Йорке, зритель просто музыкально мыслит по-другому. У нас в Татарстане, когда мы делаем какие-то необычные аранжировки татарских песен с джазом, свингом, с какими-то интересными элементами, этого многие просто не понимают. А в Карнеги-холл зритель именно от этой музыки приходит в экстаз. Они как бы посылают нам свою энергию из зала. Да, ребята, это именно та музыка, которую мы хотим слышать. Пойте, пойте еще. И просто нескончаемые овации. Это счастье. Рахмат.
Emma de lakin söyleşir günah. — 17 января 2020 года произошло событие, которое навсегда изменило татарскую эстраду. В этот день татарская музыка перестала быть герметичной, замкнутой в пределах одного народа и языка. Она стала мировым достоянием, громыхнула на самой престижной площадке мира. Ведь Карнеги-холл — это Эверест музыкального мира, выше просто нет. У нее появились поклонники на другой стороне земного шара, которые никогда не знали татарского и даже русского языка. Отныне доказано, что татарские песни можно и обязательно нужно писать не только для татар. И, конечно, концерт в Карнеги-холле оказал огромное влияние на всех его участников. Для меня, как для простого татарина, который вырос ауылда, там, да, в деревне, это, конечно, такая галочка. Тинь. Огромная, важная, маленькая галочка. После этого можно уже смело завершать карьеру и сказать, что ты крут. Но, естественно, мы этого делать не будем. Это будет дополнительный стимул еще большему развитию нас как артистов. Огромное спасибо Рафаэлю Сабировичу, конечно, огромное за такой проект, Вадиму Эллингренку, за его творчество. И огромное спасибо Рустаму Нургалеевичу, нашему президенту, всей команде фестиваля «Узгаричили», Министерству культуры Республики Татарстан. Всем огромное спасибо за такое счастье. Это только первые шаги в мировом пространстве, которые нужно обязательно делать и нести нашу культуру вот в это непосредственное, вот этот масштаб именно такого пространства. Я бы хотела видеть каждого здесь, потому что очень много достойных, и я бы хотела видеть очень многих артистов среди вот сегодня своих сахнадаш, тех, кто работает со мной на одной сцене. Потому что это счастье, когда ты имеешь возможность 100% реализовываться на сцене. Поверьте, вот сегодня я просто встречался с людьми, которые просто проживали когда-то в России, и то хотят соприкоснуться. Я не говорю уже о тех людях, татарах, для которых вот эта программа — это как мостик, понимаете, как глоток живого воздуха. И они хотят это почувствовать. Я желаю всем серьезным начальникам, да, помнить о том, что искусство может развиваться только когда в него допущены молодые, наглые, экспериментирующие люди. И вот помнить об этом и продолжать это прекрасное начинание и дальше. Вот. Ну а молодым желаю уверенности и терпения. Да. И чем больше мы встречаем категорию людей не нашей коренной национальности, для которых наша музыка востребована, значит, наша музыка меняет свое пространство. Она не выходит из этого замкнута, она становится востребована гораздо больше количеством людей. Поэтому это и есть успех.